Десятки кыргызов-беженцев из Китая рассказали сегодня в Бишкеке о судьбах своих родственников. Тюрьмы и лагеря политического перевоспитания. Всех моих родственников забрали в лагерь. Если всех посчитать, их 5-6. После того, как они оказались в лагере, нет никаких вестей. Власти Афганистана твердо намерены заключить перемирие с движением «Талибан». Тем временем в Астане безрезультатно завершился очередной раунд сирийских переговоров. В Астане многодетные матери, обладательницы подвесок «Алтын-Алка», оказывают друг другу материальную поддержку через чат в WhatsApp. В основном в чате пишут о том, что необходимо. Иногда детям нужна одежда. Весной ищем резиновые сапоги, зимой теплую обувь. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В бишкекской студии я, Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Этнические кыргызы из Китая обратились к властям Кыргызстана. До этого они разместили обращение к президенту в социальных сетях, а сегодня не побоялись и провели конференцию. Десятки человек сообщили о задержании их родственников и друзей в Китае. Тысячи людей, по словам собравшихся, без причины и незаконно находятся в лагерях политического перевоспитания. Дарья Тимофеева с подробностями. 1,5 года тишины и страха. Ни на звонки, ни на сообщения родственники в Китае не отвечают. Отец Джисупа, простой фермер, оказался в тюрьме. Брат таксист и его жена, домохозяйка, в лагерях перевоспитания. На свободе только мама. Чем могла насолить простая законопослушная семья, они не понимают. Всех моих родственников забрали в лагерь. Если всех посчитать, их 5-6. После того, как они оказались в лагере, нет никаких вестей. Не сказали, что с ними сделали. Не сказали, когда они вернутся. Зал переполнен. Здесь десятки человек, разлученные с близкими. Они ничего не знают об их судьбе. У многих в руках фото любимых. Как говорят присутствующие, историй таких в разы больше. Просто не все решились прийти. Люди, которых я ищу, это мои родные. С июня 2016 года они были задержаны без вины и закрыты в политических лагерях. Никаких вестей, ни адресов, ни контактов. От тюрьмы и от лагерей не защищен никто. Оказывается, там порой и дети, есть и старики за 80 лет. Нередко задерживают единственного кормильца. Родственники пока остаются на свободе, но без средств к существованию. Я студент, моего отца задержали. Теперь я не могу заплатить за учебу. Раньше отец отправлял деньги. Что с ним, неизвестно. Большинство из присутствующих еще несколько лет назад получили гражданство Кыргызстана. Визу в Китай им теперь не дают. Родственников, наоборот, не выпускают из соседней страны. Этнические кыргызы из Китая первый раз открыто заявили в Кыргызстане об ущемлении прав этнических меньшинств китайскими властями. Причины задержания, они говорят, что связаны с экстремизмом, религией, но дело не в этом. Если бы дело было связано с религией, не было бы такого. Казахи говорят, что в лагерях их от 500 до 700 тысяч, наших около 50 тысяч. Из них даже 5% не ходят в мечеть. Собравшиеся рассчитывают на поддержку руководства Кыргызстана. Недавно было направлено письмо на имя президента страны. Ответа пока нет. МИД официально заявление также не делал. В пресс-службе внешнеполитического ведомства сообщили, что изучают информацию. Дарья Тимофеева, Азат Антамаков. Настоящее время Азия. Кыргызстан. Бишкек. Очередной случай правового беспредела в Узбекистане. В сеть попало видео, на котором видно, как инспекторы безопасности дорожного движения в Андижане просят свидетелей поставить подписи на пустых бланках протоколов. Это произошло после задержания водителя, которого подозревают в вождении в пьяном виде. Из этих кадров можно понять, что инспекторы обыскивают автомобиль без присутствия водителя, что также является незаконным. Участник инцидента, 29-летний бизнесмен из Андижана Давромбек Шакиров, рассказал, что сотрудники ДПС передали это дело в суд, после чего 6 административных судов области рассмотрели это дело, но никто из судей не смог принять решение. Должностные лица Андижанского областного управления по безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел отказались дать комментарии. Сам Шакиров утверждает, что он сидел в своей машине на пассажирском сидении, однако инспекторы ДПС задержали его с подозрением на вождение машины в пьяном виде.
Полиция Алматы не смогла выдворить из Казахстана скандально известного гражданина Турции Демира Али. Он прославился тем, что избил водителя скорой помощи. Видео инцидента попало в соцсети. Наказание иностранец так и не понес. Потерпевшим ему удалось примириться. Следом иск подала уже миграционная полиция. Она требовала депортировать Демира Али. Однако и в этом случае довести дело до конца правоохранительным органам так и не удалось. Сегодня гражданское дело было оставлено без рассмотрения. Шолпан Уразбекова рассказывает. Мужчина. 18 сентября этот ролик стал самым обсуждаемым в социальных сетях Казахстана. Пользователей интернета возмутило поведение иностранца. Гражданин Турции Демир Али мало того, что не пропустил на дороге скорую помощь, это уже нарушение, так еще и полез на 61-летнего водителя спецтранспорта с кулаками. Тогда водитель Николай Кучма заявил, что никогда и ни за что не простит своего обидчика. Но мужчины в суде все же помирились. Демир Али даже выплатил моральный ущерб Николаю Кучме и принес извинения всем казахстанцам. Правда, на этом проблемы с правоохранительными органами у гражданина Турции не закончились. Сразу после прекращения уголовного дела за него взялась миграционная полиция. Причина – ложная информация в анкетных данных. В своем гражданском иске силовики требовали депортировать Демира из Казахстана. Но на этом суде он так и не появился. Сейчас о его местонахождении не знает даже полиция. Согласно сведениям, указанным в заявлении, гражданин Турции Демир Эбузер Али должен был улететь в город Стамбул еще 3 ноября 2018 года. Однако до настоящего времени границу он не пересекал. В связи с чем заявитель просит оставить без рассмотрения гражданское дело до полного местонахождения гражданина Турции Демира Эбузер Али. В самой полиции отметили, что дело не прекратили, а приостановили, пока Демира Али не найдут. И тогда выдворения из страны ему не избежать. Департамент полиции города Алматы официально заявляет, что гражданский иск, поданный ранее департаментом в отношении гражданина Демира Али по факту его на предмет его выдворения за пределы Республики Казахстан, он по-прежнему остается в силе, он не был отозван, и мы даже не намереваемся его отзывать никогда до окончательного принятия решения. Вот только найти его пока не получается. Как оказалось, Демир Али по прибытию в Казахстан, как и все мигранты, зарегистрировался по конкретному адресу. Проверка показала, что там живут другие граждане Турции. О Демире никогда не слышали. Демир Али деген кісі регистрацияда тұр. Жоқ, burada осы кісі жоқ. Жоқ па? Жоқ, Тұрмайды ма? Жоқ, білмеймін. Где на самом деле проживает Демир Али, остается неизвестным. Постоянно менять место жительства его заставил тот самый случай, из-за которого он стал, пожалуй, самым известным иностранцем в Алматы. На суде мужчина говорил, что ему угрожали казахстанцы и пытались даже устроить над ним самосуд. Когда его все же найдет полиция, покинуть эту страну ему придется как минимум на 5 лет. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Правительство Японии в ближайшие 4 года в рамках программы предотвращения нежелательной беременности поставит Таджикистану более 20 миллионов презервативов и других видов контрацепции. Для реализации этой программы официальный Токио выделил $2,5 миллиона. Об этом рассказала директор Национального центра репродуктивного здоровья Минздрава Таджикистана Мунира Ганизода. По ее словам, в 2019 году Таджикистан получит первую партию 5 миллионов презервативов. Ганизода полагает, что первостепенная задача – удлинить период времени между родами таджикистанских женщин минимум 3 года. Напомню, недавно Всемирный банк также порекомендовал Таджикистану ограничивать рождаемость. Эксперты банка пришли к выводу, что главной причиной бедности, безработицы и высокого уровня трудовой миграции в Таджикистане является взрывной демографический рост. В этой связи Минздрав страны уже который год предлагает таджичкам тщательно планировать беременность и использовать средства контрацепции. Таджикистан до сих пор является одним из лидеров по росту рождаемости в СНГ. За последние 15 лет численность населения Таджикистана увеличилась более чем на 26%. От слов к делу, мирный процесс в Афганистане, похоже, приобретает конкретные очертания. Официальный Кабул разработал дорожную карту и сформировал необходимые органы для переговоров с радикальным движением «Талибан». Несмотря на ясные сигналы со стороны правительства, экстремисты не сбавляют уровень эскалации. Только за эту неделю в результате боев в Афганистане погибли около 80 человек. Акрам Абдукахор о ситуации в стране.
В Кабуле совершен 5-й по счету теракт за последний месяц. Талибы на этот раз атаковали базу британской охранной компании. По предварительным данным, погибло 10 человек, 19 получили ранения. Атака была совершена с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля. После подрыва ворот базы несколько боевиков попытались прорваться внутрь, но ответным огнем их остановили полицейские и военные. Мощность взрыва была такой силы, что нанесла серьезный ущерб соседним зданиям. Наша компания сильно пострадала от взрыва. Среди персонала компании есть человеческие жертвы. 5 наших сотрудников получили ранения, 3 сейчас находятся в тяжелом состоянии. Степень активности талибов по сравнению с предыдущими годами все возрастает. К удивлению наблюдателей, экстремистская группировка, похоже, не намерена взять традиционную зимнюю паузу. Холода переместили театр военных действий в южные провинции. С середины октября экстремисты очень активны в провинциях Фарах, Гельмент, Кандагар, Хост и Газни. Но основной натиск все же направлен на столицу страны – Кабул. И это не случайно, считают эксперты. Талибы сменили свою тактику, очевидно. Талибан сместили свое внимание с крупных терактов в городах в пользу нападений на малозащищенные блокпосты афганских полицейских. Об этом и говорит анализ поступающих с территории Афганистана сообщений. Очевидно, талибы хотят попытаться улучшить свое имидж в общественном мнении Афганистана, потому что теракт наносил им большой ущерб. Второе, вполне возможно, что они не хотят сейчас снизить напряженность, снизить давление на американцев, с которыми они находятся в состоянии переговоров. Тем временем официальный Кабул на переговорах в Женеве представил дорожную карту мирного процесса. Президент Мухаммад Ашраф Гани заявил, что для ведения полноценного диалога талибам необходимо принять ряд условий. Мы стремимся к такому мирному соглашению, при котором афганские талибы будут включены в жизнь демократического общества. Государство будет уважать всех своих жителей. Во-первых, будет соблюдать конституционные права и обязанности всех граждан, особенно женщин. Это гарантируется. Во-вторых, мы должны принять Конституцию или утвердить поправки к ней. Национальные афганские силы обороны и безопасности, а также все гражданские службы функционируют в строгом соответствии с законом. И, наконец, до политического процесса не будут допущены ни вооруженные группы, которые имеют связи с транснациональными террористическими или преступными организациями, ни прочие силы, которые действуют в интересах других государств, которые стремятся иметь влияние в Афганистане. По словам президента Афганистана, переговорную группу от правительства будет руководить начальник Генштаба армии. Сами переговоры будет координировать консультативный совет, состоящий из 9 разнообразных и представительных комитетов. В соответствии с представленным планом, полномочия Высшего Совета мира, который участвовал на переговорах с талибами в Москве, будут ограничены совещательной ролью. Высший Совет сможет разрабатывать программы, которые будут осуществляться после восстановления мира в стране. А в Астане сегодня завершился 11-й раунд сирийских переговоров. Представители сирийского правительства и россияне говорят о прогрессе в деле освобождения территории страны от боевиков и обмена пленными. Сирийская оппозиция, в свою очередь, требует полного вывода иранских и российских войск остановить гибель мирных жителей. Светлана Глушкова побывала на переговорах. Итог двухдневных переговоров – совместное заявление. Кроме представителей всех основных политических сил Сирии, в том числе вооруженной оппозиции, в подготовке документа принимали участие так называемые страны-гаранты – Иран, Россия и Турция. Заявление состоит из 15 пунктов, основные из которых касаются зоны деэскалации конфликтов в провинции Идлиб и создания Конституционного комитета Сирии. В первую очередь должны быть выведены войска, которые незаконно вошли на территорию. Также должны быть выведены американские войска, которые находятся во многих районах на северо-востоке Сирии. Там есть и турецкие войска, там есть и французские войска, хотя их немного, но они все должны быть выведены с территории.
В то же время правительственная делегация обвиняет турецкую сторону в несоблюдении обязательств, принятых ими во время 10-го раунда переговоров на форуме в Сочи. По мнению сирийцев, именно турки виноваты в продолжении обстрелов на севере страны. В свою очередь, сирийская оппозиция действует более наглядно, показывает фотографии новых жертв, детей и женщин, которые, по их словам, погибли от обстрелов российских военных. Все это произошло на территориях, которые войска Башара Асада заняли при поддержке россиян. Вчера допоздна мы сидели здесь, на этих переговорах, но мы не достигли никакого окончательного результата. Был достигнут небольшой прогресс. Мы надеемся, что Конституционный комитет будет создан в ближайшее время, но мы не можем сказать, когда именно, точную дату. Казахстан в переговорах по урегулированию сирийского кризиса не участвует, просто предоставляет площадку. Глава МИД Казахстана отмечает, что переговоры в Астане являются уникальным механизмом, который приближает завершение затяжной войны в Сирии. Военного решения сирийского конфликта не существует, и что этот конфликт мог бы быть разрешен только посредством политического процесса, под руководством и инициативой сирийского народа, при поддержке ООН. Участники переговоров в Астане заявили, что стороны будут и дальше сотрудничать в противодействии терроризму в Сирии. Следующий раунд переговоров запланирован на февраль следующего года, здесь же, в Астане. Светлана Глушкова, Ганизат Успанов. Настоящее время Азия. Казахстан. Астана. Генеральная прокуратура Кыргызстана поручила Госкомитету национальной безопасности проверить доходы экс-президента Алмазбека Атамбаева. Последний не раз говорил о своем богатстве. Общественность, в свою очередь, сомневалась в том, что состояние добыто честным трудом. Продолжит тему Жазгуля Гимбердиева. Нередко экс-президента Атамбаева с сарказмом называют долларовым мультимиллионером. Такой иронии поспособствовал сам бывший лидер, когда еще в годы президентства сделал эмоциональное заявление. Когда Атамбаев стал уже миллионером, многие сегодняшние миллионеры только бизнес начинали. Саламбеков только начинал. Бабанов учился в сельхозакадемии в Москве, а я уже был здесь долларовый мультимиллионер. Впрочем, о своем богатстве, которое накопилось еще задолго до президентства, Атамбаев настойчиво продолжает говорить и сейчас. В недавнем интервью собственному телеканалу он заявил, что зарабатывал свои миллионы только честным трудом. Я открыл самую первую частную фирму в Кыргызстане в 1989 году. И с 1989 года по осень 2005 года я не занимал никакой государственной должности. И именно в это время, с 1989 по 2000 годы, 2005, я заработал свое состояние. Также Алмазбек Атамбаев рассказал, что имел доходный бизнес в Турции, который ежегодно приносил десятки миллионов долларов. Правда, в начале 2000-х годов был вынужден его продать. Также показал документы, подтверждающие доходы из иностранной компании. Однако только копии. Журналисты уже несколько недель ждут оригинал. Ряд общественных и политических деятелей экс-президенту не верят. По их словам, Атамбаев резко разбогател после 2011 года, став президентом Кыргызстана. О незаконно добытых средствах активно говорили после последнего интервью, которое записали в его новом особняке, построенном на 2,5 гектарах земли. Туда он переехал уже после сложения полномочий. Сразу вспомнили 2010-й. Перед второй революцией спецслужбы задержали Атамбаева. Тогда еще оппозиционера у него дома выводили из весьма скромных апартаментов. Ночью я не понял. Надо допросить сейчас. Этого не будет. Мы все видели с какого дома он выехал, в какой дом он селился после президентства. И это кричит о масштабнейшей коррупции. Но еще в отличие от каких-то, может быть, более мудрых людей, Алмазбек Атамбаев по-прежнему хочет, чтобы мы считали его самым честным человеком. К слову, Эдиль Байсалов не раз писал о недостоверности документов, якобы подтверждающих многомиллионные доходы Атамбаева от турецкого бизнеса. Каждый раз они предъявляют какие-то непонятные смазанные ксерокопии чего-то, каких-то непонятно откуда вырванных, без никакого контекста. Это назвать документами совершенно нельзя. То, что они нам предъявляют, это просто какие-то подлог и фальсификация. Поэтому я и нынешним тоже не верю, пока не будут показаны банковские документы. А как вы думаете, почему они не показывают? Потому что их нет.
И вот накануне Генеральная прокуратура Кыргызстана все же поручила Госкомитету национальной безопасности проверить источники доходов Алмазбека Атамбаева. Правда, пока лишь в той части денег, которая поступила от продажи бизнеса в Турции. Смотрите далее в нашей программе. В Астане многодетные матери, обладательницы подвесок «Алтын-Алка», оказывают друг другу материальную поддержку через чат в WhatsApp. В основном в чате пишут о том, что необходимо. Иногда детям нужна одежда. Весной ищем резиновые сапоги, зимой теплую обувь. Не рубите дерева. В Андижанской области Узбекистана жители предотвратили массовую вырубку многолетних чинар в парке Маданият. По словам очевидцев, несколько мужчин пришли в парк и неожиданно стали рубить деревья, распиливать и грузить в машину. К ним подошли аксакалы и попросили их прекратить, поскольку в летний зной под их тенью спасаются люди. Мужчины же сказали, что пришли в парк с разрешения властей и рубят деревья на дрова для детского сада. На место прибыли сотрудники милиции. Правда, за это время лесорубы уже успели увезти 2 дерева. Один из чиновников администрации Пахтаабадского района рассказал, что вырубка была незаконной. Дело передано в прокуратуру. В городах Узбекистана уже 9 лет проводится массовая вырубка деревьев. В сквере Амира Тимура в Ташкенте спилили столетние чинары. По информации Госкомитета по экологии и охране окружающей среды, только в первой половине этого года от граждан было получено более 600 обращений о вырубке деревьев. В Астане многодетные матери, обладательницы подвесок «Алтын-Алка», оказывают друг другу материальную поддержку через чат в WhatsApp. По их словам, за 3 года с момента открытия чата они получили ощутимую помощь. Женщины говорят, что власти расценивают полученные таким образом деньги как доход. Тимур Айтмухамбет продолжит. Рамазан. Жительница Астаны Гульшат Жумагалиева – обладательница медали «Алтын-Алка». У нее 10 детей. Старшему 20 лет, младшей дочери 1 месяц. Семья из 12 человек живет в этих 2 комнатках, арендуя их за 40 тысяч тенге в месяц. 3 года назад Гульшат создала чат, в который включила таких же, как и сама, многодетных матерей. В основном в чате пишут о том, что необходимо. Иногда детям нужна одежда. Весной ищем резиновые сапоги, зимой теплую обувь. Передаем друг другу, у кого что есть. Моему стало мало, пусть ваши носят. Так и помогаем друг другу. В чате женщины делятся информацией о волонтерской помощи. По словам многодетной матери, тоже обладательницы «Алтын-Алка» Айгуль Койлыбаевой, государство расценивает такую помощь как доход семьи. Предыдущие 3 месяца получила 23 тысячи тенге за 7 детей. Один спонсор арендовал нам жилье. Когда была комиссия, я все рассказала. Зачем скрывать? Пришли и сказали, что спонсорская помощь считается доходом. Вот так-то. Сотрудники столичного акимата нам подтвердили, что вся спонсорская помощь, оказываемая таким семьям, регистрируется как доход семьи. В начале этого месяца, выступая перед депутатами, министр труда и социальной защиты населения докладывала о поддержке многодетных семей. Сколько детей в семье, насколько семья нуждающаяся. Надо все это учитывать. На следующий год мы планируем охватить 670 тысяч человек. Власти Казахстана выплачивают обладательницам медалей «Алтын-Алка», имеющим 7 и более детей, по 15,5 тысяч тенге в месяц. Уже знакомая нам Гульшат Жумагалиева на своих 10 детей получает в среднем по 30 тысяч в месяц. Задание первого лица. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев намерен добиться включения хорезмского танца лазги в список культурного наследия ЮНЕСКО. Глава страны поручил эту задачу Министерству культуры, МИДу и Национальной комиссии республики по делам ЮНЕСКо. В постановлении президент Узбекистана называет лазги образцом древнего и неповторимого искусства узбекского народа. Хорезмский танец – самый известный танец Хорезма, существует 9 его разновидностей. Лазги начинается медленно, затем мелодия ускоряется. Танцы бывают торжественными, лирическими и даже комическими. Главные особенности лазги – это полусогнутые ноги, движение плечами и руками, знаменитые движения головы справа налево и обратно и экспрессивная мимика исполнителей. Лазги был любимым танцем первого президента Узбекистана Ислама Каримова. На праздниках он и сам нередко пускался в пляс. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.
Опасные лучи. Россия испытывает лазерное оружие на Донбассе. Это очень короткий импульс, доли секунды огромной энергии. Что будет с Донбассом? Прогноз на 2019 год. Верите ли вы в то, что война может закончиться? Верю. Иначе жить невозможно. Тогда сразу ложиться в могилу. Церковь в изгнании. Как боевики охотятся на пасторов. Откуда на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму экзотические фрукты? И что не по карману местным жителям? А что скрывать? Тут все знают. Уральский эксперимент. Программа «Юный изобретатель». Современная альтернатива урокам труда. Приветствуем вас, планета Земля. Украинская школа по скайпу. Может ли онлайн-обучение стать конкурентом традиционному образованию? Весна. Дети гор. Как решают школьную проблему жители Олимпийской Красной Поляны.